Здравствуйте! С вами «Кинолетопись Якутии». И сегодня гостья в нашей студии – театральный критик, человек очень известный в культурных кругах Якутии, Чусовская Валентина Александровна. Валентина Александровна, здравствуйте! Очень рада вас приветствовать. И думаю, в год, когда якутскому телевидению исполнилось 60 лет, с кем, как не с вами, поговорить о тех годах, когда оно только начинало становиться. Итак, вот что вы помните из того, когда вы впервые пришли на телевидение? Думая о своей работе на телевидении, понимаю, что это были, наверное, самые такие лучшие, красивые и интересные годы моей жизни. Может быть, потому что это молодость, может быть, начало такого удивительного тогда для Якутии дела, как телевидение. Но я помню вот свое впечатление, когда Павел Михайлович Николаев, старший редактор «Литдрам-вещания», показывал мне студию. Подвел меня к пульту, там экраны, значит, мониторы. Много-много мне показалось, а всего-то, наверное, было 3. Первая, вторая программа и эфирные. И слева вот это окно на ширину, на всю стену такое окно. Я смотрю вниз и вижу, там ряды фонарей висят, там какие-то люди с шестами ходят. И мне показалось, это такое огромное пространство, я такого никогда не видела. И я подумала, боже, неужели я здесь буду работать? И действительно, вот 15 лет я там проработала, а буквально несколько лет назад я была снова в этой студии. Я знала, что она уже давно маленькая и так далее, но я поразилась, вот как это маленькое помещение, ну, во-первых, могло показаться таким грандиозным, но это можно понять, но как там помещались целые спектакли народных театров вживую, где еще видеозаписи не было, когда я пришла, хотя уже тогда телевидению было 10 лет. И, может быть, самый интересный период как раз уже прошел становление, потому что когда я пришла в 1973 году, то атмосфера была накалена воспоминаниями, потому что они сами осваивали эти сложные профессии, и было счастьем, когда отправляли учиться, через каждые 5 лет проходили, значит, курсы повышения квалификации не где-нибудь, а в Останкино. Мы, редакторы, в течение месяца там учились, а режиссеры в течение 3 месяцев. Несколько человек уезжали, потом приезжали из Москвы, были обмены мнениями, отчеты такие, взахлеб воспоминаний, мы становились так на порядок умнее, на порядок профессиональнее. Вот 2 замечательных редактора у нас работали, Сережа Баранов и Люда Скирута. И он нам очень много рассказывал о том, что такое телевизионность, вот как мы еще не умеем работать. И я тогда помню, как я с честным, чистым взором с Сережей спорила и говорила, какое же это искусство, это же хроника, это же документ. И он тогда на меня посмотрел, как на человека, которому предстоит еще так много в этой жизни узнать. Он говорит, вот пока ты не поймешь, что документальные кадры, документальное кино, документальный сюжет – это искусство, до тех пор у тебя ничего не будет получаться. А тогда нашими кумирами были Алексей Габрилович, Игорь Беляев, кто еще из документалистов, Виноградов, вот эта вся ленинградская школа. То есть я, когда на меня вот эта красота вся обрушилась, я вдруг поняла, что не только вот эта грандиозная студия с фонарями впечатляет, что ты там будешь ходить и что-то делать, а то, что ты прикасаешься к настоящему искусству, которое нужно постигать и постигать. Это нас очень объединяло. И вот что интересно, что мне приятно быть вот в вашей студии, в Госфильмофонде,
Потому что самым привлекательным вот для меня, для моих коллег, там вот Таня Петрова работала, позже Люба Золотарева, дальше Надежда Спиридоновна, Надя Дмитриева, значит, Галя Черемных, Раевская, Люда Секретова, Катя Безносова. Все были увлечены кино. И мы делали малюсенькие зарисовки на кино или малюсенькие очерки. Ну, скажем, если 10-минутка, это было просто здорово. Но мы начинали проникать в искусство документального кино. А что такое было тогда телеочерк? Сама телевизионная студия не была особо задействована. Телеочерк – это был материал, снятый на 16-миллиметровую необращаемую черно-белую пленку. Значит, чаще всего это посвящалось, этот материал посвящался героям труда, лауреаты ордена Ленина. Это сейчас, может быть, кажется анахронизм, там какие-то вот преуспевающие, а это были мощные люди, это были открыватели, там, скажем, месторождений. Это был знаменитый томский врач-офтальмолог, который пол-Якутии зрение вернул, когда эпидемия трахомы была и так далее. То есть это были такие мощные люди. И вот прежде всего встреча с кино, с человеческой стороны, это было открытие истории той земли, на которой ты живешь. Территории, вообще Якутия наша, насколько. Но если бы я не работала на телевидении, я бы так и не знала, что собой представляет Южная Якутия, Заполярье, тундра. Все эти прекрасные места, которые освоены человеком на этой очень суровой и такой великолепной земле, они бы остались неизведанными, неясными. Это сейчас у нас каждый человек может теоретически, может представить свой фильм на НВК или куда-то отправить. А тогда это было, во-первых, чудо техники, потому что в Якутию пришло вот это, эти волны, это где Москва, где орбита, где ретрансляторы, где мы. Это было чудо. Вот начали говорить о кино. Вот скажите, а какой у вас был первый опыт общения с кинематографистами? С чего вы начинали? Там интересная долгая история. Когда было тысячелетие Чингисхана, год, то есть человек тысячелетия был, да? Чингисхана во всем мире изучали, и на свет явилась книга Логинова «По велению Чингисхана». И вот в ней, что, мне кажется, вдохновило Андрея Савича, но во всяком случае нас точно, что Темучин не назвал себя Чингисханом, потому что возомнил себя великим, а его народ назвал Чингисханом, потому что Темучин по велению бога Чингисхана, который есть и в пантеоне якутских богов, бога судьбы человеческой, значит, стал тем, кем он стал, потому что все его деяния, все его продвижения, все его победы были направлены на спасение своего рода. Разная вера, но мы единый народ. Монголы, Бог Тенгри единый наш Отец. Мы все братья друг другу. Андрей Савич читал Гумилева, и мы подвергали сомнению все наши предположительные какие-то построения сценарные. И в этом смысле Геннадий Петрович, он всегда, как и в театре, был второй половиной Андрея Савича, брат, которые вот общаются на каком-то запредельном уровне, и в то же время у них очень здорово получаются конкретные совместные вещи. Это начало, я думаю, новой эры не только в нашем кинематографе. Это возвращение на круги своя, к человеческому взгляду, вот как говорил Гена Сотников. Это экологический фильм, увиденный человеческим глазом. Режиссер Андрей Борисов создал в своем полотне эту живую Азию, чьи герои будут во все времена восхищать нас. Ваши пожелания вот нынешним молодым людям, которые работают, пришли работать в кино, на телевидении, словом, которые соприкасаются с аудиовизуальным искусством?
Но сейчас, мне кажется, счастливые люди те, которые пришли в момент такого расцвета. Киноиндустрия двинулась вперед, это никто не сможет отрицать, потому что это очевидно. Но в творческом плане произошли какие потрясающие вещи. Недавно я вот с Гелой Красильниковой, она мне показывала статью одну свою. Она взяла интервью у Любы Борисовой, у Сергея Потапова. В общем, там 4-5, наверное, интервью. Во всех этих интервью они, отвечая, подчеркивают, что у нас есть что-то такое, над чем, может быть, кто-то даже посмеется. Мы верим. Вы понимаете, мы верим, что если приедешь на место съемки и не покормишь огонь, не получится. Они рассказывают истории, которые были у них. Не для того, чтобы привлечь внимание или кого-то напугать, но они каждый по-своему говорил о том, что у нас что-то есть такое, во что мы верим и что обязательно отражается в кино. Ну, свыше, что ли, ты понимаешь, что ты делаешь не для того, чтобы на фестивале победить или гонорар получить, а для того, чтобы какую-то вот открыть сторону вот этой потаенной жизни, вот этой северной, такой, ну, я не знаю, как сказать, природной, какую-то тайну. Вот кинематографисты наши на это работают, ради этого сейчас. И дай Бог, чтобы так было. И если молодые подойдут с уважением, осторожностью и вот с таким ученическим, что ли, вниманием к современному кино, все, что сейчас показывают, интересно, по-разному, но там везде есть вот это зерно настоящего искусства. Поэтому я и желаю им быть внимательными к своим предшественникам и думать, много думать и заглядывать больше в себя, в свое понимание той земли, где ты живешь. Почему ты тут оказался? Зачем тебе это? Что ты должен сделать? И что вот, по-моему, тогда рождается искусство настоящее. Я благодарю вас, Валентина Александровна, просто замечательное ваше выступление, глубокое. Я надеюсь, что мы с вами еще продолжим наше сотрудничество.